лекция. Стерео, что ли? Вот эту короткую лучше сюда. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Advaita Chandra Gaurava Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Advaita Chandra Gaurava Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Chandra Jaya Gauravinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravinda Шри Чайтанья Чаритамрита Адилева, глава 7, текст 6. Панчадатмакам Кришнам Сарвапасваритакам Бхактивадварадантагьям Намами Бхактишактрикам. Что это означает? Немножко пользоваться. Господь, чтобы увеличить блаженство в обмене, в эмоциональном обмене, потому что только эмоциональный обмен приносит нам счастье, Он распространяет себя в разные формы, в разные ипостаси. И в христианстве, например, мы знаем Бог Троицу, да? То есть Отец, Сын и Святой Дух. И ведический аналог этого, то есть Отец называется Бхагаван, Сын — это представитель Параматмы, то есть духовный учитель. И Святой Дух — это безличностный аспект Бога. И поэтому и говорят, что Бог Троицу любит. А Сталин — пятилетку. И Гаудия Вайшнавы, они, как Сталин, они тоже любят пятиликое проявление Бога. Называется Панча Татва. Панча означает 5, а Татва означает трансцендентная истина. То есть воплощение Бога в 5 формах трансцендентной истины. И разные формы Бога — это просто различные его умонастроения.
То есть это все чтобы расширить взаимообмен. И из этих 5 воплощений Бога сегодня мы отмечаем явление Нитьянанды и 5 форм Бога. Есть песни? Ну, 5 форм Бога — это Господь Чайтанья, он воплощен. Вкратце я объясню, что это означает. То есть главная ипостась Бога в этом 5 проявлениях — это сам Господь Чайтанья. Господь Чайтанья, он воплощает, в одном теле воплотились Радха и Кришна, то есть главные божественные личности. И он играет, сам Бог пришел в форме преданного, то есть это скрытая аватара называется. То есть в другие эпохи он приходит как Бог, а здесь он скрывает, что он Бог в форме преданного. Вот Панчататвадинкам Кришнам Бхактарупа Сварупакам Бхактаватара Бхактутьям Намани Бхакташатикам означает: я склоняюсь перед Верховным Господом Кришной, который не отличен от своих ипостасей преданного, это Господь Чайтанья, воплощение преданного в образе преданного, то есть это Господь Нитьянанда, Бхакти Сварупа, еще называют Нитьянанда Сварупа. Дальше проявление Господа в качестве преданного, аватара, Бхакти аватара, это Адвайта Ачарья. Дальше чистого преданного, это Шривас. И энергия преданного, это Гададхара Парапани. И сегодня явление Господа Нитьянанды. И Господь Нитьянанда — это очень неординарная фигура, то есть среди всех воплощений Бога это самая милостивая, во-первых. То есть Господь, говорится, Господь Чайтанья, Он освободил спас много живых существ, но через Господа Нитьянанда Он освободил все 3 мира. И помимо того, что это самое милостивое воплощение, самое щедрое, Он является самым неординарным, то есть непредсказуемым. То есть Нитьянанду называют Авадут. Авадут — это те, кто это трансценденталисты наивысшего уровня, кто живет духовной реальностью, то есть их сознание находится в духовном измерении. Вот. И их материальная реальность накладывается на духовную. То есть они действуют в материальном мире так, как будто пребывают в духовном, и это накладывается. И со стороны это выглядит иногда очень странно, то есть неадекватно. Вот. И иногда очень сильно странно. И таких людей, например, в России раньше называли блаженными. Вот. И Нитьянанда, само слово Нитьянанда означает нити — это вечный, а ананда — это блаженство означает. То есть это вечное блаженство, беспредельное блаженство. И он ведет себя, то есть он в таком блаженстве находится, что возникает ощущение, что он пьяный, то есть он вращает глазами. И Господь Нитьянанда, так как Он самый милостивый, в это время Он эту милость дает самым падшим, то есть самым греховным людям, вот, самым опустившимся греховным людям. И есть градация определенной греховности, то есть ведическая градация, там, например, самая возвышенная — это класс браманов является. Ну и в классе браманов там тоже есть градации, там 15, что ли, градаций, то есть. Затем идут кшатрии, у них тоже есть своя иерархия. Ниже них стоят вайши, тоже есть свои подразделения. Потом шудры. Вот. И после шудр идут яваны, млечки, потом за млечками яваны ниже идут. Потом ниже яваны придут неприкасаемые чандалы. И там тоже существует большая градация, 15 ступеней, что ли, неприкасаемых. И в самом конце стоят бандиты. Ну, то есть бандиты — это самые греховные люди, потому что они, нет таких грехов, которых они не совершают, но самый главный грех — это они держат в страхе людей, то есть заставляют бояться.
причинять страх живым существам — это очень греховная деятельность считается, и потом очень тяжелая карма. И Господь Нитьянанда, вот он такими проповедовал как раз. И он разные методы применял, он в кабаки заходил, садился и кричал: «Вина мне дать, вина!» Но он имел в виду вино любви к Богу. И там подсаживались к нему, и со стороны это видно, что он какой-то... При этом он был саньяси, по-моему, да. И он не носил ни посох, ничего, и при этом, по-моему, он даже был женат. Он вел себя совершенно как бы очень странно. Вот. Потом историю с сжигаемым Мадхаем вы знаете, да? Вот. И в те времена, как во всех нормальных городах Кали-юги, в Навадвипе, там существовала криминальная группировка. Вот. И авторитет этой группировки, он был сыном потомственного священника. Он сам с детства как бы пристрастился к насилию, ну такой жизни воровской. Воровскую жизнь она вела. Вот. И он был главарем. И Господь Нитьянанда, он в то время он вел себя, он в разные времена как бы своей жизни вел себя по-разному. В юности он как ребенок себя вел, то есть там. А в это время он вел себя как царь просто. И он ходил... конечно, но рановато еще. На могилку положите. По обычаю древнерусскому. И он ходил очень в дорогих шелковых одеждах, таких голубых, да, такие самый дорогой шелк был. Тюрбан у него, там, в тюрбане драгоценные камни, у него на каждом пальце были перстни такие дорогие, золотые. Браслеты здесь на ногах, браслеты, пояс, шеи. В общем, как елочка весь увешан был. А в те времена люди, они особо не шиковали. Там, во-первых, не было такого добычи, такой промышленного золота, как бы. Вот. Во-вторых, уровень жизни. И тогда Индия под мусульманами уже была, и жили достаточно бедно, как бы. И при всей этой, как бы, скромной жизни Нитьянанда такой по улицам ходил. Вот. А разбойникам, им эти братками надо было как-то промышлять. И этот их авторитет, вот, Саша Белый со своей бригадой, он сразу просек это дело и втерся в доверие к Нитьянанде, ходил с ним и сам все высматривал, просчитывал, как это все. И однажды он собрал воровской сходняк, вот, все собрались там, и он говорит: все, говорит, братья, теперь вы, говорит, не будете бедствовать больше. Смотрите, есть такой, говорит, Нитьянанда Авадута, и смотрите, как он, сколько, говорит, на нем вообще бриллиантов, там, золота, этих жемчуг. Если, говорит, это все продать, это сотни, говорит, будет этих, сотни тысяч, да, и тысяч рупий. Вот. А в те времена это вообще рупии, это бешеные деньги были. То есть даже еще во времена Прабхупады там 2 пайсы, это 2 копейки по-нашему, за 2 копейки там можно было переправиться там через Гангу или браманский шнур себе купить. Вот даже сейчас в Индии, как бы, ну, то есть страна третья, в те времена вообще там это сотни рупий тысяч, это вообще-то целое состояние, как бы. Вот. И все, говорит, есть план, и идем на дело сегодня, они решили брать Нитьянанду. Вот. И они не хотели лишнего шума делать, проблем себе создавать. Они решили дождаться ночи. А Нитьянанда в это время жил на отшибе. Там жил один отреченный священник, браман. И хутора такие места называют, там на отшибе. Они дождались ночи, и он сказал: сейчас мы без проблем, говорит, придем, там шума, и за полчаса мы все сделаем, и все. И стемнело, они собрались, взяли пистолеты, там ножи, все как положено, вот, подкрались к дому и смотрят. Нет, они сначала расположились по недалеку и заслали одного там шпиона. Тот подошел, смотрит, во дворе сидит Нитьянанда и ест рис ночью. И я же говорю, не надо Авадута, он на ночь ест, как бы он не придерживается ничего. И тем более тогда Тарсунова еще не было, как бы, проблем не было. Остальные преданные, они сидели рядом, пели Харе Кришну, в экстазе там кричали, там, кто-то говорит, кричал, как лев там, ну все преданные стали.
И тот вернулся, рассказал, и тогда решили, сейчас, говорит, они не едятся и уснут. И тогда мы их тепленькими возьмем, там, шампалами в ухо раз, вот. И они присели под деревья и ждут, сидят. Вот. И в это время богиня Нидра, это богиня сна, то есть все процессы, которые в этом мире происходят, они управляются божествами. И сон, и бодрством, и все. И богиня Нидра, она покрыла их своей иллюзией, они задремали, заснули, полностью отключились. То есть и в таком состоянии забытия они просидели до утра. Вот. И потом раз просыпаются, уже светло. И они, за голову схватились там. И быстрее поскакали свои джипы, уехали. Раз на свою малину там приезжают такие, давай друг на друга. Это ты первый уснул? А ты сам-то не спал, что ли? Туда-сюда у них началось там. И один такой, более благочестивый, там, говорит, вы не спорьте, говорит, это, говорит, нас богиня Чанди, они поклонялись богине Чанди, уберегла, говорит, от греха. И этот их авторитет, так как он сын священника был, это, говорит, милость богини Чанди, мы, говорит, просто не провели пуджу, поэтому, говорит, она нас, говорит, таким образом, говорит, наказала. И сейчас, говорит, мы это все исправим, надо просто пуджу провести. Они там такие были, тантрический обряд, такой ритуал, с мясом, с вином, там все как положено. Там. И все, говорит, нормально было, сегодня идем снова. И они подготовили все, провели пуджу маме Чанди и отправились снова. А второй раз они тоже стемнело, они ночью подходят. И они подкрались и смотрят, дом оцеплен отрядом ОМОНа. Там, они в бронежилетах, масках, с автоматами, все как положено. И ходят так по периметру, и рации, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам. И такие раз, заняли. И они такие, не ожидали такого поворота событий. И когда они пригляделись, они очень-очень удивились. То есть это были какие-то необычные ОМОНовцы. То есть они были гораздо выше простого человеческого роста, и пропорции у них были такие. Вот. И они поняли, что это, наверное, не ОМОН, это, наверное, отряд Альфа. И каждый из этих солдат, он мог в одну секунду уничтожить сотни таких бандитов. Вот. И у них был шок культурный. И спецоперация по устрашению бандитов под названием «Мокрые штаны», она возымела свое действие. И они очень сконфузились, так, в таком шоке, они попятились назад, корректировались и ушли. По пустыне. Не просто ушли, они просто смотались оттуда. Вот. И когда вернулись опять, то бандит, авторитет говорит, что на Нидинанде там приходят многие люди на консультации, как у нас сейчас модно, консультации, по-моему, тоже консультации проводят. Они по семейным там жили. Вот. И, может быть, какой-то военный начальник просто пришел, это его охрана была просто. Там, начальник ОМОНа там, вот. Поэтому, говорит, надо просто подождать несколько дней, и потом он уйдет, и мы спокойненько возьмем. Вот. Они подождали 10 дней, и потом снова пошли на дело. Вот. И эта ночь, она выдалась особо темной такой. Вообще не видно ничего, не видно низги, да? С условным сердцем, сказали враги. Они подкрались, и в это время, мало того, ничего не было видно, они еще потеряли зрение вдруг, ослепли. И в это время подул сильный ветер. Они начали путаться, натыкаться друг на друга, лбами сталкиваться, кто-то упал в канаву, переломал руки, ноги, там какой-то грязь упал, кто-то в канализацию упал, там на него мухи, комары накинулись, скорпионы, вот, кто-то в зарослях колючек упал и настолько там завяз, что пошевелиться люди не могли. В это время пошел сильный ливень, стало очень холодно, вот, и они в таком ужасном состоянии, то есть слепые люди, очень сильные раны, у них увечья, потом за дождем пошел град, вот, и за градом просто вообще камни начали падать с неба. И вот эти люди, они находились в адских условиях жизни, натуральные адские условия жизни, то есть они такие муки испытывали, что периодически теряли сознание, потом снова приходили, и так вот это
И они начали плакать. Ну, то есть такая ситуация ужасная была совершенно. И постепенно у них в голову начало приходить, что Нитянанда — это необычный человек. И они вспомнили, что люди говорили, что это воплощение Бога, там такое все. И они начали что-то понимать, и они в уме начали как бы предаваться Нитянанде, то есть вот этим стопам Нитянанды. И когда у них это все там правильно встало, как бы, особенно у главаря, это все прекратилось, и им вернулось зрение. И вот этот главарь, он пошел к Господу Нитянанде, весь плачет такой, и он крикнул: «Спаси меня!» и упал в ноги ему. И Господь Нитянанда такой очень доволен был. Но преданные, они некоторые знали, кто это. И они сказали: «Не верь ему, он сейчас, короче, это, внимание отвлечет и удар нанесет тебе». Вот. Но тот ему сказал: «Расскажи, говорит, что с тобой произошло». И тот, когда начал рассказывать, у него все признаки духовного экстаза, все 8 хам появились, он там плакал, начал смеяться, как раз у него волосы дымом стали. И тогда преданные поняли, что он находится действительно. Ну, то есть он получил милость Господа Нитянанда. И Господь Нитянанда, он снял с себя гирлянду и лично ему одел. И потом поставил свои ноги на голову и сказал, он дал ему задание, служение. То есть ты, говорит, должен оставить эту греховную деятельность и жить под дхармой по религиозным принципам. Вот, и своих дружков тоже как бы научить, своих врагов. И этот человек, он действительно как бы стал благочестивым человеком, и вся их банда, они стали преданы, стали повторять несколько тысяч имен в день, 3 лаха, может быть, даже все оставили греховную деятельность и стали праведниками все. И потом я еще слышал, что он проповедовал, так как он смотрящий был по Навадвипе, он проповедовал главарям других группировок, приводил их, они кланялись Господу Нитянанде, получали благословение и уходили обратно. Вот. И такой пример, вот как Господь Нитянанда дает милость самым грешным. Вот. И меня просили тут долго не высиживаться, поэтому как раз и представление сейчас имеет, и мы на этом закончим. Перейдем к следующему. У нас сейчас что? Киртан сейчас. Чем я вас и поздравляю. Нитянанда Прабху ки джай!
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Doyang Nitai Gaura Hari Ki.